Я поверил и снял деньги, 370 тысяч. Ему 75, а в сказке он до сих пор верит. Вернее, верил, пока сам не стал ее героем. Рассказывает, что стоял во дворе, ждал жену, когда к нему подошли два человека. На вид уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Заговорчески показали мне золотые монеты. Сказали, что нашли вклад, что за ними гонятся и убийцы, и на работе их хотят уже эти монеты изъять. И они хотят дешево их продать. Он поверил не сразу, сперва оценил клад визуально. Ну, я посмотрел, вроде бы золотые монеты царской чеканки 901 года. Как бы дешево купить можно. Принцип «доверяй, но проверяй» знает хорошо, поэтому повез незнакомцев в ломбард проверять их монеты на подлинность. Но мужчины к такому повороту были готовы. После того, как мы пошли в ломбард с одним из них, он из кармана, видно, зажал в руке золотую монету, а фальшивые монеты в кармане были. Он достал и, естественно, ломбард показал хорошее золото. Сотрудник ломбарда оценил монету в 18 тысяч, но мужчина понимал, что эта цифра сильно занижена. Хотя они за 10 тысяч продавали, а я думаю, в ломбарде сдам за 28. Убежденный, что все они из чистого золота, он купил 37 монет, отдав за них 370 тысяч рублей. Но радовался инвестициям недолго. Мужчины предлагали купить еще, но денег у него не было. И он поехал к дочери брать в долг. Она ей рассказала, что история с золотыми монетами сродни сказке про Буратино на поле чудес. И уже не один человек лишился всего. Тогда мужчина решил монету распилить. А это не золото. Пилите, Шура, пилите! Результат, как в «Золотом теленке». Пенсионер тут же обратился в полицию. Чудом считает, что нашли подозреваемых в течение 2 недель. Деньги ему все вернули. С тех пор призывает взрослых в сказки не верить. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Дожидаться суда они будут под домашним арестом. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, вызов 112.